А мне очень часто задают вопрос, кто я? Я рок-певица, я шансон, я народница, я не знаю. Я не знаю. Это вот такой стиль Ильсии Бадретдиновой, потому что я пою и татарские народные песни, я пою и жесткий рок, у меня есть и шансон песни, у меня все есть. Здравствуйте, дорогие друзья из Сянмесес. Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». Новогодние праздники продолжаются, и мы всех еще раз поздравляем с новым 2018 годом. Сегодня у нас в гостях очаровательная Снегурочка, популярная певица татарской эстрады Ильсия Бадретдинова. Каршалова, Дуслар. Привет, с Новым годом! Вау! Новый год – это подарки Ильсия сегодня не забыла о них. Нет, конечно. Смотрите, это ручная работа. Я прям от чистого сердца. Это делает моя подруга, она живет в Альметьевске. Вау. Дерево желаний? Это делается бисером очень-очень долго, эксклюзив. От чистого сердца. Очень красиво. Очень красиво. Это сбор трав. Я сама собираю целое лето. Тут много всего, если честно. Мы потом чай попьем, я поподробнее расскажу. То есть все эти травы ты собирала сама? Сама лично. С любовью тоже. Спасибо большое, Ильсия. Ильсия Бадретдинова, певица. Родилась в деревне Старый Шугур Лениногорского района Республики Татарстан. Пела с самого детства. Однако трудовую деятельность начинала как журналист. Закончила Казанский государственный университет культуры и искусств по специальности актер эстрады, а также технологический университет, факультет легкой промышленности. Ильсия Бадретдинова – многократный призер и лауреат многих песенных конкурсов. Обладательница престижных наград, таких как Алтын Барс, Татар Жыры, Милли Музыкаль премия, Болгар радиосы Алтын Йылдыз, конкурсы исполнителей татарской песни Туган Тел. В дискографии певицы более 20 дисков. Ильсия, расскажи, пожалуйста, нам, с каким рецептом ты сегодня к нам пришла? Это будут куриные ножки, необычные, с сюрпризом. То есть куриные ножки с сюрпризом? Да, это вот, я не знаю, мне очень нравится, и моим гостям тоже очень нравится, поэтому я хочу вас тоже научиться. А окорочка я здесь уже вижу. Да, грибочки, лук, сметана. А это будет второе блюдо, это будут шарики. Ну, потом поподробнее, прям по пути расскажу. Еще сыр нужен, чеснок нужен еще обязательно. Сыр, чеснок, да? Да. Ну, да. начнем с основного блюда. Итак, чем помочь? Помощь нужна. Все, бисмилляхи-рахмани-рахим. Сначала мы снимаем кожицу. То есть я повторяю за тобой, да? Да, вы смотрите. Вот так вот, аккуратненько. Не спеша. Не спеша, сантиметр за сантиметром. Видите, нет? Нет, ну я постараюсь, да, догнать. Ильсия, вы специально выбрали такое сложное блюдо, или вы реально любите готовить и любите готовить? Я вот такие хотела чем-то удивить, потому непростые что блюда. сейчас время интернета, все есть, и реально уже трудно удивлять. Хорошо, какие еще кулинарные сюрпризы происходят на вашей кухне? Если бы я еще постоянно находилась дома, То есть времени готовить нет? нет. Я, конечно, стараюсь, у меня сын, но у меня очень много концертов. Как могу, так могу, Руслан. В общем, вот так вот, медленно-медленно, тщательно мы делаем, как получается, но как ножка без мяса пока, кожица. То есть мы не А вот отделяем, вы, да? Руслан, вообще неправильно все сделали, между прочим. Я по собственному рецепту просто удалить кожицу и все. Нет, надо же было снять мешочком. Давай лучше, Руслан, ты будешь нам грибы резать. То есть курицу это вот тебе я отдаю. сама, да. Все. Вот, Я буду резать мелкие грибы. я хочу показать ножку. Получается вот примерно такая картинка. То есть мы сняли такая ножка без мяса. И теперь вот тот самый сложный момент. Так. Вот тут вот надо кость сломать. Я обычно делаю большим Большим ножом давай меняться. Вот так. Вот он секрет самый главный этого Вот так блюда. вот. Легко и просто. Вот смотрите, у нас получается вот такие штучки. Так, Ильсия, проверь, правильно я режу грибочки? Нет, инде мельче Еще надо, меньше. конечно. Все понятно, все понятно. Ильсия, название Ау. нашей программы «Секреты татарской кухни», Да. когда к нам приходят звезды татарской эстрады, театра. Мы пытаемся узнать их секреты. Ильсия, вот раскрой сегодня свой секрет. Вот вообще, как ты попала на эстраду? Любила ты ли с детства петь? Или ты, как некоторые артисты, закончила экономический факультет, например? Ну, примерно как-то так, да. А потом уже начала петь. Расскажи, Обычно пожалуйста. сельхоз, потом эстрада. Ну, не у всех, не у всех. Не у всех. Получилось как? Поем мы все, Руслан. Вот покажи мне хоть одного татара, кто не поет, честное слово. У нас был стул огромный, большой, деревянный, зеленый, синий, шатающийся. Когда приходили гости, меня туда ставили, говорили, мы тебе дадим шоколадку, давай нам спой что-нибудь. В итоге я пела весь Шоколадки не было? вечер, меня никто и не слушал, и шоколадку никто не давал, но я пела. Но у тебя семья Вот. творческая, у тебя родственники Туганар тоже поют?
поют для себя. Я же говорю, все поют. Я не думала, не подозревала, если честно. Первое образование у меня технологический университет, технолог, модельер одежды и обуви. Я потом только отучилась музыкальным, актер эстрады, университет культуры закончила. Это уже второе высшее. А получилось так, что я сошлась с Ильфаком Шигаповым, покойным. Он написал первую песню. Песню написал гитарную, совершенно не похожую на татарскую эстраду. Дал мне послушать, я была по уши влюблена, я не понимала ни слов, ни музыки. Песня длилась 7 минут, я вообще не понимала, что это вообще, это песня или что. Но я сказала, что это так красиво, потому что любила сильно. Он сказал, хорошо, мы с тобой споем эту песню. Он дал музыкантам, сделали аранжировку, песню дали просто друзьям, они начали крутить по радио. И вот что-то песня называлась «Кунгель», это моя самая первая, и его, и моя самая первая песня. Ну, можно сказать, что с этой песни ты появилась на нашей эстраде. Ну да, можно сказать так. Күңелінің тулған шағы, яна сағышу шағы, кімдір кете, кім қала. Қайғыларға уралып, сағышылардан мың алып, кімдір юлға көзі қала. Ике ұрман арасы, бізге қоя барасы, кімдір юлны көрсәтір. Берішмейше ятыларға, сағыш тулы яқыларға, бізні кімнер үйретір. Я чуть-чуть ошиблась, конечно. Сейчас уже много воды утекло, сейчас уже я 15 лет на эстраде. Спето более 350 песен. Но можно тебя все-таки назвать такой лирической вокалисткой? Нет, Романтичной или нет, нет, Вот нет, наоборот же нет, ни да? в коем случае, То есть нет. вот эта песня, она на самом деле не твоя визитная карточка? Нет, это была первая экспериментальная песня, скажем так. Но тогда у нас на татарской эстраде не было таких песен. Я тоже пела нормальные песни сначала, до знакомства с Ильфаком. Я была обычной, стандартной, а потом уже, Руслан, потом пошли очень скандальные песни. У нас много Вот, лет. кстати, как раз об этом и скандальном образе я и хотел поговорить. Как тебе с ним живется? Но сейчас уже я не такая скандальная, скажем так. Сейчас уже я уже повзрослела. Тогда мне было 20 лет. Мы были очень амбициозны. Глаза горели. Глаза горели. А Ильфак, он сам по себе был очень нестандартным человеком. Он за народ, за татар, патриот откровенный. Мы пели и против правительства пели. Бунтарские песни были, да. Но есть, у меня на концертах есть все-таки вот... Иногда проскальзывает. Присутствует еще, да. Ну а как вот поклонники, они никогда, кстати, ломаем ножичку, Да, никогда да. не писали там, ну, Прям уж- зачем ты это поешь, или может поддерживать? Руслан, если бы я пела все песни про любовь, они бы писали «почему так?». Если бы я пела всегда скандальные песни, они писали «почему так?». Поэтому я, знаешь, как думаю, вот мы с тобой, например, готовим. Да, у нас есть и грибы, и мясо, и сыр, всего, ингредиентов много. Мне кажется, и искусство, творчество, и концерт тем более, он тоже состоит из разных песен, из разных жанров даже, скажем так. А мне очень часто задают вопрос, кто я? Я рок-певица, я шансон, я народница, а я не знаю, Это вот такой стиль Эльсии Бадретдиновой, потому что я пою и татарские народные песни, я пою и жесткий рок, у меня есть и шансон песни, у меня все есть. У русских есть замечательное слово «прет», говорят. Вот что прет, то и То делаю. я и пою. То я и пою. Эльсия, грибочки у меня готовы. Да, я Всё вижу. порезал. Да, Красиво, теперь надо аккуратно. обжарить на подсолнечном масле. То есть Сначала включаем грибочки сковородочку. обжарим, а потом нарежем лук и вместе обжарим. То есть потом еще добавим лучок. Да, конечно. Тоже Что мелко ты будешь нарезанный. делать? Я буду резать мясо, М. а ты будешь резать лук. Все, я начинаю. В общем, отделяем мясо от костей и кубиками режем. Так, а я... Все, это Да. пойдет в фарш потом. Лук мы тоже режем мелко-мелко. Да, мелко-мелко. Эльсия, продолжаем разговор о твоем творчестве. 15 лет уже на сцене. Да, 15 лет. Сколько альбомов вышло? Более 20, Руслан. Уже 20 Да, альбомов. более 20. Я уже не знаю, потому что есть MP3, есть DVD, много всего. Есть просто татарские народные, есть крашенские народные, есть чисто политические. То есть каждый диск по-своему оригинальный. Ну да, получается так, да. Ну, а есть Да-да. какой-то вот момент творчества, который глубоко остался в твоей памяти? Так скажем, самый успешный, на твой взгляд, диск? В каком году был?
Ой, наверное, первый, тогда еще кассеты. Ага, самая первая кассета. Я прыгала от счастья, просто это было невероятно. Это моя первая кассета. А какие кассеты ты сама покупала? Кто были твои кумиры? Сейчас я говорю и про татарскую, и про русскую эстраду. Зарубежная музыка. Мы 3 сестры, я самая младшая. Поэтому мне выбирать не приходилось. Я слушала то, что слушали они. Сестры. Это Moscow вот это. А потом уже я постарше стала. Пошли Айнцвай, полицай. Вот эти. Да. Мы даже помним это все. Слушай, помнишь даже, да? Слова помнишь? Кстати, а ты не поешь на иностранной музыке? Нет. Нет. Сейчас же модно, многие певицы поют на Нет. турецком. Там. Слань, я не умею. Я даже на русском не умею, честно. Поэтому Эльсия Бадридинова сейчас нам споет на татарском. Да. Что исполнишь? Давай такую татарскую, русскую смешанную песню. У меня есть прикольная песня. А сама девочка деревенская, сугубо прям молекулярным составом. Я горжусь, я очень люблю деревню. И песня у меня такая про деревню. Все, слушай. Чисты нервыға тидігіз, ауылға қайтып кетем. Сатығыз бірәр ескі ерт, құймасы болсын шитен. Туфлины алыштырам да қызылы ішілі галушка. Я кетем Башқұртстанға, я қайтам Мамадышқа. Там леса густые, там течет ручей, там иртен ағашта сайрый соловей, там деревня наша, там живет Анкей, вечером приходит Көтуден бәшкей. И вот так 6-7 куплетов про деревню. Браво. Рахмет. Так, Грибочка, посмотри, пожалуйста, у нас вроде бы уже порядочки. Син, молодец, Син, Руслан. Сейчас добавляем лук. Красиво? Красиво. Спасибо. Вообще. Хоть кто-то меня хвалит. Биг мотор. Син, биг, зур, молодец, Руслан. Спасибо, Эльсия. Ну ты тоже молодец. Я Ну, бы я хотел тему гастролей я всё сдаю. затронуть. Полные залы, не Да, только в Казани, в слава- Татарстане, в России. Давай похвастайся, пожалуйста, расскажи нам. Не, у нас бабушка не так учила, нельзя хвастаться. просто рассказывай. Счастье нельзя. Вообще нельзя кричать о счастье. У нас дома почему-то и плакать нельзя было, и смеяться нельзя было. Представляешь, у нас очень строгая бабушка была, Зейнаб Аби. Она подходила, когда я, например, плакала, она подходила и говорила: что ревешь? Тяжело? Я говорю: тяжело. Вот и хорошо. Вот и Тяжело, когда на гору поднимаешься. Вот падать будет легче. Пока тяжело, значит, еще карабкаешься, еще жива, значит, не реви. А еще она говорила: вон твои враги за тобой наблюдают. Реви, давай больше. Давай. Вот у нас очень То есть строгая бабушкино бабушка. воспитание, наоборот, помогло тебе в жизни. Однозначно. Я сейчас вспоминаю, какая она у меня мудрая, умная была. Она в 25 лет осталась вдовой, 2 детей. У нас в школе музей, половина музея посвящалась моей бабушке, потому что она была... То есть она такая известная личность в деревне. Она известная личность по деревне. Аксакал. Ну, расскажи в любом случае, как проходят гастроли, что интересно на концертах происходит? Ой, происходит очень многое. Есть люди, я хочу прям официально через вашу передачу... Так, ну это вот может, надо глазки поднять и посмотреть туда. поблагодарить, потому что есть зрители, которые специально на мой концерт прилетают из Узбекистана, например, из Самары, из других республик, приезжают в Казань именно на мои концерты. Есть зрители, которые по 10 раз подряд смотрят мои концерты, ездят из города в город, например, из района в район. Это очень дорого стоит. А тем временем у нас все готово для того, чтобы приготовить начинку. для Да, нашего мы блюда. делаем фарш, смешиваем все вместе. Да, мелко получается. нарезанная Это мясо, курочка. курочка. Все идет туда Обжаренный лучок. с грибами. Теперь Чтобы никто не разочаровался. сыр идет туда же. Весь, давай. Нет, весь. Достаточно? Много будет, да, вот так достаточно. Этот сыр нам пригодится для второго блюда. Так, пока Обязательно. отложим. Теперь нам чуть-чуть соли, чуть-чуть Чуть-чуть, буквально. да? Перчик или не надо? Можно. Можем чуть-чуть перчик. Давай. Давай. Так, пока перемешиваешь, Эльсия, я предлагаю рассказать о клипах. У меня их очень мало. Я не сторонник клипов. Я думаю, что надо ездить, надо общаться, надо прям с глазу на глаз встречаться с концертами. Я не сторонник ротации. Обычно же как? Снимаются клипы, дается на ротацию.
и так далее, и так далее. А я нет, я делаю новую программу и еду к народу. Хорошо, вот в нынешний сезон уже начался он, с сентября же. Конечно, да. У меня год начинается с сентября. Да, что интересного в этом году в твоей программе? Можешь какие-то секреты сказать? Я не знаю, что со мной происходит, но меня все больше влечет этника. Степь, какие-то дикие звуки, горловое пение. Я думаю, что в новой программе это все будет. У нас готов фарш. Теперь мы будем фаршировать. Да, мы его хорошенько посолили, поперчили, перемешали. Смотри, и теперь самое интересное. Смотри, я могу это сделать одна, но это будет долго. Если ты мне поможешь, будет гораздо Ну, быстрее. покажи мне сначала, Давай. как ты Давай, смотри. фаршируешь Ты ножку будешь первую. вот так вот держать. Здесь в любом случае нужна помощь. С тобой будет быстрее и веселее. И так вот кладем потихоньку, аккуратно, аккуратно. Если это блюдо подавать, мне кажется, готовым, да, люди ведь могут не догадаться, что ножка фаршированная. Так о чем речь? Вот и прорезался голос Ильсея Бадретдинова. Вышло нутро. Да, ну посмотри. Мне шла. Не шла. И получается такая, знаешь, ножка. Покажи Подожди. А, тут еще есть, да, секрет? Конечно. Вот так мы делаем ножку. И закрываем. То есть здесь нам понадобится еще зубочистка. Да, зубочистка обязательно. Вот получается вот такие ножки. А когда они еще Красиво? обжарятся, да, красиво, когда еще они обжарятся, такое ощущение, как будто обычная ножка, а нет. Сюрприз. Сюрприз. Так, возьму мой любимый Хорошо. противень. Так, смажем его растительным Чуть-чуть, маслом. конечно. У меня ножка готова. Мы доделываем остальные, но прежде чем отправить в духовку, нам надо будет еще обмазать. Я буду доделывать свои ножки, а ты, пожалуйста, сделай мне соус. Так. Со сметаной, с чесноком Так, здесь у нас есть сметана. и чуть-чуть томатной пасты туда То тоже. есть все это мы смешиваем? Можем. Да, все И смешиваем. сверху потом смажем, да? Смажем, наши ножки? да, смажем Так, ножки. чесночок сейчас я выдавлю. Ильсея, в жизни каждого артиста есть конкурс, фестивали, значит. Что запомнилось? Вот за Запомнилось 15 лет? первый конкурс «Татар жиры» в 2008 году. Я была номинирована как новое направление татарской эстрады. У меня была песня гитарная, чисто гитарная, называлась «Уйлану». Естественно, Ильфака Шигапова песня, и слова, и музыка. Я была на гастролях, приехала прямо в день конкурса. Была в кожаных черных ботфортах, кожаной короткой юбке с цепями, с гитаристом своим. Я, в общем, вот так и пошла. Зрители поделились на два. Ну, как всегда, на два фронта. Да. Кто-то говорил, что это круто, это что-то другое. Кто-то Что-то говорил, новенькое. кто-то говорил, что это позор татарской нации. Но мы не сдались. И победили. И теперь я хочу сказать, что татарская эстрада настолько богата. У нас есть и рок, и рэп, и R&B, и все остальные тоже жанры. И это прекрасно. У народа должен быть выбор. Шавалы юраман, жиллер искенидей. Сағыныдыра туғаны яқылар, иске түшкенide. Сағындыра әниемінің ямап берген күлмәкілері, әллә шуны киіп үскенге. Сағындыра әниемінің тирәнішілік алушылары, әллә шуны киіп үскенге. Сколько готовится это блюдо? Минут 30. У кого какая духовка. Слушай, всегда по-разному. Я так на глаз и определяю. Она должна быть красненькая, красивая ножка. Открываем духовку, отправляем курочку с сюрпризом на 30 минут. Бисмилляхи рахмани рахим. Дорогие друзья, наша программа, конечно же, не заканчивается. Мы сделаем небольшую паузу. И для вас еще один рецепт от Ильсея Бадретдинова. Куриные ножки с сюрпризом. Тутырган таукбуты. Нарезать грибы и лук и обжарить на растительном масле. Кожу с окорочка снять чулком, отделить кость чуть выше сустава, срезать филе, мелко нарезать и смешать с обжаркой и тертым сыром. Начинить окорочка, скрепить зубочисткой, смазать соусом из сметаны, чеснока и томатной пасты и отправить в духовку на 40 минут. Подается блюдо с клюквенным соусом. Дорогие друзья, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Готовим мы сегодня с очаровательной певицей Ильсеей Бадретдиновой. В первой части программы мы приготовили блюдо под названием Куриные ножки с сюрпризом. Все это находится сейчас в духовке, мы ждем приготовления. Ну а сейчас... А сейчас мы делаем сырные шарики.
Это салат все-таки, десерт? Что это? Это закуска. Начинаем. Сыр через терку. Давай я буду делать панировку. Для Для этого мы отделяем белки от желтков, потому что нам нужны только желтки. Елисея, расскажи, пожалуйста, вот буквально недавно прогремел Новый год. Как ты отметила этот праздник? И есть ли какие-то традиции встречи Нового года у вас? Отмечали с друзьями за городом, катались на санях. Традиции очень обычные. Делали гуся, я делаю гуся, делали салаты. В общем, Классика все обычная. обычно, но безумно весело. Вообще, знаешь, все зависит от компании. Но в какой бы компании ни находилась Елисея, она все равно поднимет всем настроение, потому что она споет всем красивые песни. Давай крашенскую народную песню. Конечно, конечно. Очень смешная песня, называется «Бас али станокка». Алла итерге кирек, шул була итерге кирек. Алла итерге кирек, шул була итерге кирек. Күп эшләсәң кадры бетә, кайтып китәргә кирәк. Кайтып китәргә кирәк. Бас али станокка, станнары станда. Бас али станокка, станнары станда. Сезнең өчен генә яшим, сезнең өчен генә яшим. Шушы Татарстанда. Вот. Все, давай Настроение работать. улучшается. Я все сделал. Давай так, уже давайте работать. работай уже. Теперь У мы меня да. все Смотри, готово. теперь это кладем сюда. Теперь туда давим чеснок. Чуть-чуть. Чуть-чуть. И чуть-чуть майонеза. Там, где есть майонез, там всегда вкусно. Вот, а у меня натертый желток. Смотри, это для панировки у нас. Красиво, Самое главное, вкусно должно быть. красиво. Елисея, скажи, Ау. пожалуйста, вот кроме того, что ты любишь петь песни, любишь своих поклонников, есть ли у тебя хобби? Ну, как популярно сейчас, кто-то ходит на фитнес, да? Хожу, Не знаю, там кто-то хожу сажает на цветы дома. хожу на фитнес, хожу, рисую, вышиваю. Теперь у нас все готово, и я тебе покажу, как это все делать надо. Берем чуть-чуть сыра, Я буду повторять. давай туда кладем маслинку, маслинка остается то есть мы внутри, должны вот так вот размять, да, и делаем шарик. Вот так. То есть Как, маслина как должна где-то, быть я же, полностью... да, полностью остаться полностью внутри. закрыта. У нас получается вот такой шарик красивый. А потом выбираем просто панировку. Например, зелень. Укропчиком. можно мелко. зеленью? Да. Можно- Можно паприкой, можно желтком, можно белком, а можно даже кокосовой стружкой. И они вот такие вот разноцветные шарики. Зеленые, например, у меня. И не Получилось. просто шарики, а шарики с сюрпризом. Да, Ведь шарики. там оливка. А можно туда еще и орешки. Так, ты сделала с паприкой. Я сделала кстати, с паприкой. сделаю сейчас в желтке. Легко же? Но самое главное, во-первых, быстро, как ты говорила. Да. Легко. И на новогоднем столе это еще и очень красиво. Красиво. Прям такие елочные шарики. Сейчас мы доделаем наши вкусные шарики, накроем стол и будем пробовать оба наших блюда. Закуска сырные шарики «Рафаэль». Натереть сыр на мелкой терке, измельчить чеснок и смешать все с майонезом. Далее сформировать шарики с начинкой из маслин и обвалять шарики в разные панировки. Яичный желток, паприка, кокосовая стружка и укроп. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. Ну и, конечно же, не забываем подписываться на наш канал на Ютубе. Вот они, новогодние шарики. Мы их попробуем чуть позже, ну а самое главное, Мясо. скорее, хочется разрезать. Это ножка. Красивая получилась Обычная ножка. с виду. Расскажи, Вернее, что такое очень красное, необычно. вот Красное – нашим это зрителям? клюквенный соус. Делается очень просто. Там клюква, чуть-чуть водички, крахмала. Говори, а я пока буду пробовать. И все. Чуть-чуть отварить. Так, бисмилля. И всё готово. Внимание. Ну Можно давай, уже, да, бисмилляхи можно? рахман рахим. Давай. Ты только не предваряйся. Вот говори, как есть. И говорить особо не хочется. Хочется это все быстрее. Я тоже съесть. попробую. Попробуй сама. Давай. Я попробую нашу закусочку. Но здесь отдельно что хочется сказать, что, во-первых, корочка очень вкусная получилась у нашей фаршированной ножки. Ну и, конечно же, фаршированная ножка, по твоему рецепту, она не может быть невкусной. Здесь такие вкусные ингредиенты. Не говори. Не может быть невкусно. Честное слово. Не верите? Попробуйте сами. Приятного аппетита. А шарики-то? Елисея, большое спасибо тебе за оба рецепта. Первая фаршированная ножка получилась красивой, конечно же, вкусной. Ну а наша закуска и красивая, и новогодняя, самое И главное. вкусно, и быстро, И полезно, да? и полезно. Пусть будет полезно. Пусть будет полезно. Руслан, я тебе предлагаю попробовать мой чай фирменный. И ягоды. Ягоды я собираю сама из своей деревни.
Ну скажи, что вкусно, главное, как полезно. Ароматный. Я очень люблю чай из трав, поэтому тебе отдельно за это 5 баллов. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Дорогая Эльсия, я поздравляю тебя с новогодними праздниками, с Рождеством. И желаю, чтобы в этом году все твои мечты обязательно исполнились. Аминь, аминь. И я хочу поздравить и тебя лично, Руслан, и всех телезрителей с праздниками, с Рождеством. Всего самого-самого наилучшего. Счастья, добра и денег. Тоже не помешает. Ну и, конечно же, побольше таких вкусных новогодних блюд на вашем столе. Сау, Руслан. Сау. Пока-пока.